вот наше такое интересное наблюдение. Мы заметили, что вы периодически оставляете под материалом «Миллиард татар» в Телеграм свои комментарии, да, и там именно под текстами про татаров и башкир, и хочется вот узнать, почему вас трогает или задевает эта тема. Ну вот смотрите, да, там я видела, значит, материал о том, как в Уфе проходила, а потом уже и в Казани, да, то есть это на самом деле очень круто, что вот такое происходит. Проходит мероприятие, где обсуждаются именно межнациональные отношения, да, между татарами и башкирами. Поскольку я наполовину татарка, а наполовину башкирка, и других никаких национальностей во мне нет, да, то есть как бы мне это слышать на самом деле смешно немного, и даже, возможно, меня где-то даже задели постановки вопроса такие, что есть какая-то межнациональная вражда, потому что, ну, то есть, когда в тебе есть и татарская, и башкирская кровь, то ни о какой вражде, то есть, да, речи быть не может, и при этом у меня, то есть, там, такая смесь, она еще там на уровне дедушек и бабушек, а не родителей, да, даже, потому что у меня и мама, например, татарка, например, башкирка, и папа то же самое, да, то есть, соответственно, я в быту ни разу не сталкивалась с какими-то такими вопросами вражды между татарами и башкирами. У меня в Свердловской области, да, то есть очень много друзей татар, да, то есть как бы башкир здесь меньше, да, то есть почему-то, хотя вроде бы башкир здесь больше, но у меня, по крайней мере, среди моих знакомых башкир не так много. Вот, то есть как бы в Башкирии, когда я жила, да, то есть я родилась в Уфе, 17 лет жила в Уфе, вот 17 лет уехала в Екатеринбург. И, собственно, я тоже ни разу в бытовых моментах, вот именно в бытовых, да, то есть я не сталкивалась с какими-то такими постановками вопроса. И мне кажется, что говорить о какой-то такой условной вражде, это просто кто-то пытается разжечь. Ну, то есть кто-то пытается поссорить наши очень близкие по духу, очень близкие во всем наши народы, которые, ну, ни в коем разе никогда не должны враждовать, просто никогда такого быть не должно. Ну, просто вот это исключено. И просто кто-то зачем-то для каких-то своих, ну, наверное, не очень хороших целей пытается, видимо, нас поссорить. Но, опять же, я уверена, что это невозможно сделать. Ну, то есть это просто невозможно сделать. Ну, то есть я как бы знаю, то есть единственную, да, то есть какую-то такую условную там не вражду, а конкуренцию, да, то есть вот когда ты смотришь хоккей, да, то есть и когда там башкиры болеют за башкирский клуб, а татары болеют за татарский клуб, да, то есть и вот тогда они такие типа, мы вас сейчас сделаем, да, Ну, там, это соперничество такое. это соперничество, да, но мы все прекрасно понимаем, что когда, допустим, там Салават Юлаев вылетает, то все башкиры болеют за Акбарс, да, там, или если вдруг Акбарс вылетает, это бывает просто реже, чем Салават вылетает, то татары болеют за Салават, как бы, да, то есть, и, соответственно, это вот единственный момент, когда вот, то есть вот сейчас идет матч, и мы такие можем там сказать, что, ах, вот, там мы сейчас башкиры сделаем вас татары, или там татары могут сказать, вот мы сейчас татары там сделаем вас башкир. Но это игра, это спорт, это соперничество, и это весело, и это круто, да, то есть как бы я просто сама как хоккейный болельщик, да, то есть, ну, собственно, я знаю, о чем я говорю. Да, если вдруг такие инсинуации происходят, вот мы, как люди, представители той или другой национальности, мы должны всячески это пресекать. То есть, на ваш взгляд, вот в принципе вот это соперничество, оно неуместно? Оно неуместно, и я убеждена, что оно построено исключительно на каких-то либо политических вопросах, да, то есть, либо экономических. То есть оно неуместно вообще, то есть мы близкие очень, ну, как бы мне вообще как бы тяжело говорить, что мы близкие, потому что во мне и той крови ровно наполовину, да, поэтому как бы, да, то есть, ну, эти два народа не могут враждовать никогда. Ну, во-первых, как бы, ну, просто не могут. У нас очень похожая культура, да, то есть похожие языки, и, ну, я вот честно, да, то есть если бы я была бы ну, не наполовину, а целиком, либо татарка, либо башкирка, я бы считала бы точно так же, понимаете? То есть не должно быть никакой вражды, и если она есть, опять же, точнее, есть какие-то проблемы, я знаю, что они есть, но эти проблемы, опять же, они создаются, мне кажется, несколько искусственно. И вот хорошо, что вы проводите вот такие вот мероприятия, где вы вот обсуждаете эти вопросы, да, то есть и вот они лоб в лоб, да, что называется, то есть и когда мы можем, собственно, уже почувствовать и понять, а так ли это на самом деле, а есть ли вражда? Зель, вот пишут то, что вы внучка основоположника башкирского танца.
Файзи Гаскарова. Вот, не могли бы вы рассказать про своего дедушку? Так ли это вообще? Да, я действительно внучка, внуков всего, кстати, 4, просто периодически в башке случается такое, что какие-то лже-внуки появляются на самом деле. Внуков у него всего 4, 2 живут в Питере, вот моя сестра в Уфе, ну, собственно, я в Екатеринбурге. Вот, я, кстати, в прошлом году приняла участие в создании книги про моего дедушку, ну, ее писал очень крутой журналист Дмитрий Ефремов, но я написала там 2 главы как раз-таки про личную жизнь моего деда, про бабушку. Рассказать про дедушку, ну, знаете, я могу рассказывать только вот как-то вот так, потому что он умер за много лет до моего рождения, к сожалению, потому что я всегда хотела с ним познакомиться с детства, естественно, мне про него мама очень многое рассказывала, мамин папа. Вот, и там моя мама говорит, что у меня нос копия деда, ну, это, кстати, да, по фотографиям видно, как бы и характер, мама говорит, что похож, поэтому мне всегда очень хотелось с ним познакомиться, но, к сожалению, вот все другие внуки его видели хотя бы, когда они были маленькие, потому что у меня все старше меня намного, я самая младшая, да, то есть, и они с ним общались, я, к сожалению, нет. Вот, дедушка был сиротой, поэтому сказать, был он татарином или был он башкиром, это очень сложно, потому что, но он считал себя башкиром, потому что его нашли в Подбирском, и вот он всегда считал себя, но он, кстати, я читала очень много, я когда готовилась к написанию книги, я читала много его дневников и писем. У него, во-первых, у него жизнь очень много связана была с Татарией. Он в Татарстане работал, он был там даже какое-то время главным балетмейстером Татарского театра оперы и балета. Вот, и он был женат на татарской, известной очень деятель искусства, вот, как бы, до моей бабушки там задолго. Вот, как бы, и жил в Казани очень долго, и для него вот как-то мне почему-то кажется, что для него какого-то вот такого тоже деления наших народов, вот именно какого-то принципиального, да, то есть, ну, не было, потому что он ставил и татарские танцы, то есть у него есть жених, это татарский национальный танец, косари, татарский национальный танец, весенний поток, да, то есть очень много, естественно, башкирских национальных танцев, да, так как он, в принципе, основоположник башкирского национального искусства. И для него было важно именно сохранить вот эту национальную культуру, ту самую, то есть ему было неважно, там, башкиры, это татары, у него, кстати, он ставил и другие национальные танцы, там, не связанные с нашими, да, там, нациями, вот, как бы, он считал, что это очень важно, и я, кстати, с ним абсолютно согласна, там, несмотря на то, что там я выступаю за интернационализм, я считаю, что вот эти вот какие-то моменты, их нужно сохранять, это просто наша культура, мы должны гордиться тем, кто мы есть, да, то есть я, например, я безумно горжусь своими корнями, да, то есть я считаю, что там, несмотря на то, что я интернационалист, и считаю, что нельзя делать выводы о человеке по национальному признаку, я считаю, что корни нужно ими гордиться, их знать, и нужно делать все для того, чтобы культура сохранялась. Просто не нужно делать выводы о человеке по его национальности, а вот сохранять культуру, какие-то традиции, да, то есть это очень важно.